Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Вспомним несколько аятов из суры Инсан. Сура 76, страница 578. Аллах сказал: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Всевышний Аллах сказал истину. Аллах говорит: Бисмилля рахман рахим, с имени Аллаха милостивого и милующего. Халята аля инсани хинун мин ад-дахр. Помнит ли человек, знает ли человек, или, несомненно, должен знать человек о том моменте, когда его не было. Или, если буквально перевести, «Лям якун шай'ан мазкура», он не был чем-то упоминаемым. Да, вот, например, тебе, Дамирджан, 46 лет, 50 лет ты был ничем. Тебя даже не знали, кто ты, чего ты, имя не знали, ничего не знали. И каждый из нас тоже может так подумать о себе. Было время, когда я был ничем вообще. Инна халакна аль-инсана мин нутфа. Аллах говорит: воистине мы создали человека из капельки. Амшадж перемешанной. Мужская вода, женская вода смешивается. И мы его испытываем. И в чреве матери испытывает нас Аллах там, в узком месте. И потом, когда выходим, и когда живем, вся жизнь испытаний. Фаджа'альнаху, и мы сделали человека сами'ан, слышащим, басиран, видящим. Дай Аллах, чтобы умели слышать мы не только ушами, но и сердцем. И видеть не только глазами, но и нашим духом, нутром. Инна хадайнаху сабиль, и таким образом мы направили человека к дороге, показали ему выход, показали ему дорогу. Имма шакиран ва имма кафура. Есть среди людей либо благодарные, либо неблагодарные. Дай Аллах нам быть среди благодарных. Я Аллах, я Карим.
«Инна атадна лиль кафирина саласиль». И знаете, что мы приготовили для неблагодарных цепи, ва агляль, кандалы, ва саира и огонь. Наузу билля, наузу билля. Пусть Аллах сохранит нас от такого. Неблагодарность очень плохой у него исход. Кафир переводится как неблагодарный, и переводится как безбожный, и переводится как пытающийся затмить истину. Кафир. Кафир — это тоже крестьянин. Почему крестьянин называют кафир? Потому что он пашет землю, бросает зерна и их закрывает. И неверующий тоже пытается то, что очень очевидно и ясно, закрыть. Говорит, Бога нет, мы живем один раз, от жизни надо все попробовать и так далее. Кто с того света вернулся и так далее. С одной стороны, Аллах нас предостерегает, с другой стороны, нас радует и говорит: «Инналь абрара яшрабуна мин каас». Воистине благочестивые, праведные пьют источник, пьют из кубка, пьют вино. Здесь вино запрещено, а в ахирате будет дозволено. Кана мизаджуха кафура, и оно имеет природу камфорную. Камфор — это что-то такое приятно пахнущее. Валлаху алям. Вот, благочестивым будет такая награда. Вино приятно пахнущее. Айна ешрабу биха ибадуллах, и будет источник воды, источник, родники будут, которого будут пить рабы Аллаха. Юфаджирунаха тафджира, и эти источники будут бить фонтаном. Много будет воды, много будет. В общем, никакой нужды не будет. Дай Аллах нам быть там, я Аллах, я Карим. За что им это? Как это они заслужили? Каких-то 60-70 лет прожили, из них 8-10 лет проспали, из них 10-15 лет в детстве прошло, расчета нету. Поклонение 3 года, 4 года всего. Почему им так? Вечная жизнь в раю. Аллах говорит: «Юфуна бин назар», потому что они выполняют обещания. «Ваяхафуна яуман кана шарру мустатира». Они обещали: если я буду жить 1000 лет, буду 1000 лет Аллаху поклоняться. Если буду миллион жить, буду миллион лет поклоняться. И Аллаху неважно, даже человек 1 день проживет, саджда сделает с добрым намерением, он примет, и будет высокое положение у него. И другие, наоборот, говорят, если я 1000 лет буду жить, 1000 лет буду кайфовать, наслаждаться. Тоже делать намерение, что жить в кайфе, скажем так. Неважно как, главное кайфовать. Наузбилля. Поэтому Аллах говорит: «Юфуна бин назар». Первое их качество — они обещанное сдерживают. «Ваяхафуна яуман кана шарру мустатира», и боятся дня, зло которого предписано. Судный день, страшный день, тяжелый день. Боятся этого дня. И что делают? «Ют'имут та'ам», кормят пищей. «Аля хуббихи», несмотря на то, что сами любят вкусно поесть. Ну, пища бывает разная: физическая, духовная, моральная, материальная. Сами любят, но другим дают. Кому дают? Мискин, беднякам, ятим, сиротам, асир. Асир — это кто? Пленник. Пленник. То есть дают таким людям, от которых ничего не заимеют. Бедному дашь, что получишь? Спасибо. Спасибо, карман. Не положишь. Сироте дашь, что получишь? Тоже спасибо.
Спасибо, карман не положишь. Пленникам дают, пленник сам в тяжелом положении. Чем он тебе может отплатить? Ничем. Ага. А зачем тогда они это делают? Какой выгода? Что за инвестиция? Ага. Иннама нут'имукум ливаджилля. Они говорят, мы кормим вас ради лика Аллаха. Ради лика Аллаха. Ля нуриду минкум джазаан. Мы не желаем от вас воздаяния. Валя шукура. И мы не ждем от вас благодарности. Ваджхуллах. Цель наша – это заслужить довольство Аллаха, видеть Его прекрасный лик, субхану ва тааля. Инна нахафу мир раббина яуман абусан камтарира. Мы боимся дня, когда люди будут грустные, печальные. Фавакахум Аллаху шарра заликаль яум. И Аллах спас их от зла этого дня. Валякахум надрата ва сурура. И дал им встретиться с радостью, радостные они будут, иншаллах, и светлые, ясные лица будут. Ваджазахум бима сабару. За то, что были терпеливыми, воздал им джаннат садом, вахарира и шелками. Муттакина фи халяль арайк. Будут они там отдыхать на ложах прекрасных. Ля ярауна фиха шамса. И не увидят там ни солнца, ни жары. Валя замхарира. И ни холода. Да. Есть такое понятие, как замхарир. Замхарир – это страшная жара, наоборот, страшный холод. Один из форм наказания в аду, наузубилля, называется замхарир, очень сильный холод. И Абдулла ибн Мас'уд, радхаллаху, великий ученый, сахаба, говорит, что люди, кто будет испытывать замхарир, они скажут, наузубилля, скажут, лучше нас пусть огнем испытывают. Один день мучения в замхарире сложнее, чем 1000 лет мучений в огне. Вот такое есть предание от Абдулла ибн Мас'уда. И это мы чуточку сейчас почувствовали, пока шли в мечеть. Чуточку, одну какую-то ничтожную капельку. Есть тоже хадис о том, что Джаханнам пожаловался Аллаху. Говорит, я Аллах, мне так тяжело, я от этой жары, от этого холода сам себя съедаю, сам перегораю. И Аллах ему разрешил, Джаханнам разрешил 2 раза в году сделать выдох. Вот когда вот очень холодно, мы же так делаем себя, чтобы чуть-чуть согреть. Или когда очень жарко тоже, так выдыхаем, чтобы чуть-чуть полегче стало. Вот Аллах Тааля Джаханнаму разрешил 2 раза в году это делать. И когда он делает это от жары, это его выдох на дунья тоже оказывает влияние. И очень жарко становится. Иногда бывает летняя жара такая страшная. И от холода тоже вот так он выдыхает. И это выдох на дунья тоже оставляет свой след. И очень холодно становится в дунья тоже. Вот Аллаху алям, может сейчас так она выдыхает, Джаханнам. Резко поменялась погода. Было +1, стало минус сколько? 18, почти 20. Резкий перепад такой. Поэтому просим Аллаха защиты от ада. Про ад надо тоже, наверное, чаще больше говорить нам, чтобы его остерегаться. Вспоминать надо, что такое ад. Аузубиллах. Аллахумма аджирна минан нар. Аллахумма аджирна минан нар. Аллахумма аджирна минан нар. وادخلنا جنة الفردوس مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.